Сегодня мы с вами, друзья, выучим творительный падеж. Творительный падеж отвечает на вопросы кем, чем. Чем творить? Красками, карандашами. С кем творить, вытворять? С друзьями. Творительный падеж имеет 3 вида окончаний: мен, бен, пен. Однако запомнить нам надо только окончание бен, которое используем после звонких з и ж. Итак, запоминаем: бен после з, ж, пен после глухих. Это можно даже не запоминать, это мы знаем. Пен после глухих согласно закону сингармонизма. И мен в остальных случаях, то есть после гласных, сонорных и краткой. Давайте обратим внимание, что окончание творительного падежа мен, бен, пен имеют только гласную букву Е. Следовательно, нужно запомнить, что к словам и с твердыми, и с мягкими гласными добавляются эти 3 окончания: мен, бен, пен. Бен после з, ж, пен после глухих и в остальных случаях мен. Разберем на примере. Кюреш, пен. Ш у нас глухая, и согласно сингармонизму закона у нас будет кюреш, пен с рисом. Муз, бен. З звонкая, будет бен. И несмотря на то, что о у нас твердая, муз, бен все равно е мягкая. Муз, бен со льдом или льдом. Маймен и краткая — это остальные случаи. Это не звонкая зж и не глухая, значит будет использоваться окончание мен. Маймен с маслом. Разберем еще пример. Кулпынай – клубника. И краткое в конце окончание мен. Кулпынай мен с клубникой. Алма – яблоко. А гласная. Алмамен с яблоком. Танкурай – малина. Танкурай мен с малиной. Я люблю чай с малиной. Я люблю чай танкурай мен с малиной. Еще разберем. Алмурт – груша. Алмурт – пен с грушей. Т глухая, закон сингармонизма работает. Алхоры – слива. Алхоры мен со сливой или сливой. Шабдалы – персик. И гласная. Шабдалы мен персиком. Анар – гранат. Р у нас сонорная. Значит будет анар мен с гранатом. Щие – вишня. Щие мен с вишней. Каракат – черная смородина. Каракат пен с черной смородиной. Т у нас глухая, поэтому окончание пен. Каракат пен с черной смородиной. В творительном падеже, как и винительном, есть слова исключения. Конечно же, это слова мен – я и сен – ты. Со мной будет мене – мен, с тобой будет сене – мен. Вот если мы увидим кусочек мене – это меня, винительный падеж, сене – это тебя, винительный падеж. Добавляем к винительному падежу мен и получаем мене – мен со мной, сене – мен с тобой. В казахском языке мы сегодня разберем еще одну подсказку, которая нам позволит легче изучать казахский язык. Она гласит следующим образом. В казахском языке практически не существует приставок и предлогов. Они передаются оригинальным путем. Давайте рассмотрим эту приставку на примере. Анар мен с гранатом.
Анармен. Чем? Граната. Но мы видим, что здесь есть при переводе на русский язык предлог «с», хотя в слове «анармен» у нас ничего нет. То есть работает пятая подсказка. Шиемен. С вишни опять присутствует предлог «с». Харакатпен. С черной смородиной тоже присутствует предлог «с». А сейчас мы с вами немножко отдохнем на переменке и узнаем о великом казахском поэте-просветителе Абае Кунанбаеве. 2020 год объявлен годом Абая. Я тоже не могла пройти мимо этого события, поскольку Абай Кунанбаев – самый известный казахский поэт, композитор, просветитель. Самая знаменитая книга Абая Кунанбаева «Карасөз». В русском варианте мы ее знаем как книга назидания. Она состоит из 45 притч, с которыми я вас чуть позже познакомлю. Абай Кунанбаев родился в 1845 году в семье крупного бая Восточно-Казахстанской области. Настоящее имя – Ибрагим. Однако прозвище Абай, данное бабушкой Зире, закрепилось за ним на всю жизнь. Кстати, в переводе с казахского слово «абай» означает «внимательный», «осторожный». Сначала он получил домашнее обучение у муллы, потом учился в Семипалатинске в медресе, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно Абай посещал русскую школу и рано начал писать свои первые стихи. Но только к 40 годам Абай Кунанбаев создает свои первые взрослые стихотворения. Абаем было создано 170 стихотворений и 56 переводов. Написаны были поэмы. Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов, переводя произведения известных поэтов и писателей на казахский язык. Абай был также композитором. Он создал около 2 десятков мелодий, которые популярны и в наши дни. Именем Абая Кунанбаева названы города, улицы, музеи и театры, а также горные вершины, а на месте захоронения сооружен мавзолей Абая. С 1993 года в городах Казахстана традиционно проводятся абаевские чтения в день рождения поэта. Ну вот, мы с вами сделали небольшую переменку, отдохнули и давайте продолжим заниматься. Прежде чем начинать строить предложения новые, используя творительный падеж, давайте вспомним основные формулы той грамматики, которую мы уже прошли. Итак, винительный падеж нам надо запомнить только окончание «ны», которое используется после гласных. В творительном падеже нам надо запомнить только окончание «бен» после звонких «зж». Вспомнить, что переходное время глагола образуется следующим образом. Основа плюс суффиксы «а», «е» и краткое, и плюс личное окончание. И в предположительном времени глагола к основе добавляются суффиксы «ае», суффикс «р» и личное окончание. Итак, начинаем составлять предложение. Мен шайды сутпен эщермен. Сразу смотрим. Шайды – это винительный падеж и краткое. Мы должны запомнить, что «ны» после гласных и краткое не относится к гласным. Значит, мен шайды – винительный падеж. Сутпен – т глухая. Сутпен – это творительный падеж. Значит, после глухой будет пен. И эщермен – это предположительное время глагола, о чем нам говорит суффикс «р». Мен шайды сутпен эщермен. Я, возможно,
выпью чай с молоком. Еще составляем предложение. Сен будханы маймен жерсен. Будханы – винительный падеж. После гласной а будет окончание ны. Маймен – это творительный падеж с маслом. И краткое – это остальные случаи, добавляем суффикс мен. И жерсен – это предположительное время глагола. Сен будханы маймен жерсен. Переводим. Возможно, ты съешь кашу с маслом. Мен күреште етпен жеймен. Теперь давайте самостоятельно попробуйте. Күреште – винительный падеж. Суффикс «т» после «ш» глухой. Етпен – суффикс «пен» творительный падеж после глухой «т». И жеймен – это переходное время глагола. Мен күреште етпен жеймен переводится как «я съем рис с мясом». Молодцы! Давайте еще потренируемся. Сен шайды музбен аласен, мен шайды танкураймен аламен. Попробуйте перевести. Ты чай с льдом возьмешь. Я чай возьму с малиной. Так, идем дальше. Мен шайды тоссапен эщемен. Правильно. Я выпью чай с вареньем. Сен нанды маймен берерсон. Переводите. Правильно. Возможно, ты дашь хлеб с маслом. Замечательно. Еще потренируемся. Мен салаты кермен алармен. Я, возможно, возьму салат с огурцом. Теперь сами. Я съем суп с картошкой. Я съем суп с мясом с картошкой. Мен сорпаны етпен, картофпен, жеймен. Ты, наверное, съешь творог с молоком. Наверное, говорит о том, что это предположительное время глагола. Значит, получается сен сузбене сутпен жерсен. Я выпью молоко с хлебом. Это у нас переходное время глагола. Попробуйте самостоятельно. Мен sütte nanmen эщемен. Молодцы. И заключительные предложения составим, где вы уже будете самостоятельно переводить. Я, наверное, съем кашу с персиком. Правильно. Мен будканы шабдалы мен жеймен. И последнее предложение. Ты съешь кашу с черной смородиной. Это переходное время глагола. Сен будканы каракатпен жейсен. Молодцы! На этом сегодняшний урок закончен. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте подписываться. Пока!